начинаешь, лежа на диване, думать, как бы мне еще климатом заняться. Нет, это уже близко. Когда климатический риск произошел, и вот здесь уже действительно никто не фиксирует. Как хозяйка, которая готовит блюдо жидкое, например, да, там борщ или суп, чтобы понять, насколько он соленый или нет, и не надо его есть целиком. Не знаю, удивлю я вас или нет, в основном людей, конечно, беспокоят экономические проблемы. Это уровень их доходов и цена их расходов. ЧС, в первую очередь, все вопросы приходят постфактум, и ЧС разбирается с этими вопросами. Действительно, здесь это может быть не просто желание их куда-то там спрятаться за закон, а действительно не хватает прямых каких-то предписывающих, указывающих норм. Нужно просто пытаться делать, и завтра в другой стране будут спрашивать, а где это работает, будут говорить, вот в Казахстане сделали, да? Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Саулет Сакенов, я работаю в программе развития ООН. Мы хотим продолжить наши выпуски нашего подкаста, который называется «1,5 градуса». Давайте я расскажу о том, почему именно 2 или 1,5, или откуда эти цифры взялись. Это прежде всего вопрос международных экологических переговоров по изменению климата. И в международном сообществе, научном сообществе, экспертном сообществе существует такая договоренность о том, что нам необходимо разработать те усилия, которые удержат наш климат в пределах той температуры, которая сейчас сложилась или которая была раньше. И самое важное – это не допустить роста средней температуры именно на 1,5 градуса. Поэтому наш подкаст так и называется. И, как я говорил, это вот консолидированное мнение ученых и экспертов. И некоторое время назад мы провели несколько опросов среди населения, среди экспертов, и со мной сейчас мои коллеги, которые проводили эту работу. И было бы интересно, на самом деле, узнать, что люди думают, граждане Республики Казахстан. И было бы интересно узнать, что люди думают об изменении климата, на каком месте изменения климата, да, среди проблематики и так далее. Поэтому, наверное, я попрошу моих коллег представиться, и мы начнем вот с этого вопроса. Пожалуйста, Сергей. Добрый день, Сергей Гуляев, директор общественного фонда «Десента», город Павлодар. Добрый день, меня зовут Исина Алма, я являюсь заместителем директора ТО «Консалтинг Engineering Construction» и независимый эксперт. Да, спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших экспертов, то, что они согласились и за короткое время приехали к нам. Вот. И хотелось бы узнать такой вот вопрос. Вот вы, Сергей, проводили опрос среди... У вас было, можете рассказать, да, поподробнее, как у вас была поделена работа? И вот нам важно было узнать социологические аспекты, да, изменения климата, как людей заботит этот вопрос. Спасибо за вопрос. Да, наша работа касалась опроса, там было 2 составляющих, но большая часть работы – это опрос именно населения. У нас было страновое исследование, это все регионы, это граждане старше 18 лет и городские, и сельские жители. Вот. Ну, понятно, что мы не можем опросить всех, в социологии есть такое понятие выборка, поэтому мы посчитали, сколько нужно с каждого региона опросить людей, в зависимости от количества населения и так далее. Вот. В общей сложности это порядка 3500 респондентов, по мнению которых мы можем общее представление составить о том, что в целом люди думают о вот этой проблеме. То есть мы измеряли уровень информированности именно жителей. Вот. Ну и плюс к этому еще второй метод был, у нас смешанный такой подход. Второй метод – это опрос экспертов. 64 эксперта, в данном случае под экспертом мы имеем в виду не специалистов, именно как академистов, да, или там климатологов. Экспертами в нашем случае были сотрудники государственных органов, местных, то есть это департамент экологии, это ЧС, вот это земельные ресурсы и так далее. То есть те, кто имеет какое-то отношение к этой проблематике. А вот
3500 людей, механизм того, как они представляют общее мнение. Вот вы можете рассказать, как это работает? Да, это отличный вопрос. Нас часто об этом спрашивают, на самом деле. Почему вы опросили, например, 200 человек и делаете вывод о мнении всех жителей этого региона? Потому что в социологии есть понятие выборка. Да? Мы физически, экономически, времени у нас не хватит опросить всех абсолютно людей, миллионы граждан, жителей Казахстана, поэтому мы подходим с точки зрения выборки. То есть мы, как хозяйка, которая готовит блюдо жидкое, например, да, борщ или суп, чтобы понять, насколько он соленый или нет, и не надо его есть целиком. Достаточно перемешать, посолить, перемешать, и в любой точке зачерпнуть, попробовать, соленый или нет. То же самое с выборкой. То есть мы должны знать состав населения, возрастной состав, социальный состав, сколько пенсионеров, сколько работающих людей, по национальному составу и так далее, да, то есть паспорт знать, и знать, сколько, допустим, в Сабайской области нам нужно выбрать людей, допустим, на память где-то 111 человек, например, да? Если это город Алматы или Шымкент, понятно, будет больше. Вот это называется выборка. То есть по вот этим людям, по их мнению, мы их, красиво говоря, экстраполируем их высказывания на всех жителей этого региона. Ну, соответственно, вот эти 3500 дают нам представление о том, что думают все люди, живущие в Казахстане. Да, это понятно. Это получается, как вы выбирали. Плюс еще для того, чтобы этот опрос провести, не обязательно, да, всех вытащить и сказать соленый, не соленый, достаточно 2-3 человек. Да. Хорошо. То есть надо попасть в ту целевую аудиторию, которая нас интересует. Допустим, пенсионеров должно быть 5 человек, студентов 3 человека и так далее. Хорошо, да. А вообще зачем такие опросы, вот, например, вот с точки зрения изменения климата, нам всегда было интересно, и я увидел такую интересную тенденцию. Если вот ранее опрос, который проводился, он показал, что изменение климата важно, но не прям супер важно. В этот раз я так понял, что чуть-чуть выше, да, как бы интерес к изменению климата, и почти однозначно люди говорят о том, что изменение климата – это вина человека. Почти однозначно. До этого было так, 50 на 50. Да, в вашем вопросе несколько вопросов, да. Я попробую раздробить немножко. Действительно, если любого человека спросить, обывателя, да, что вас беспокоит в данный момент, будем откровенны, вряд ли люди прям встают с этой мыслью, что же с климатом происходит, насколько там градусов поднялась температура, в общем, да, когда ледники растают, вряд ли это так. И любые социологические опросы, которые проводятся, там есть общий блок вопросов, который выясняет, каково настроение людей, какие у них проблемы. Не знаю, удивлю я вас или нет, в основном людей, конечно, беспокоят экономические проблемы. Это уровень их доходов и цена их расходов. Это всегда две чаши одних весов, что доходы низкие, расходы, к сожалению, большие. Поэтому пенсии, зарплаты, тарифы – это то, что беспокоит людей в первую очередь. Это, как правило, первая, вторая, третья строка любого рейтинга. Для нас позитивным может быть фактором то, что экология оказалась третьей. То есть это достаточно высокое место в рейтинге. Это говорит о том, что действительно, помимо насущных проблем, которые каждого человека беспокоят, закредитованность и так далее, экология действительно людей волнует. Она на третьем месте. У нас была возможность сравнить результаты, полученные сейчас в текущем 2025 году, с результатами 2022 и 2020 годов, когда аналогичные исследования проводились. Есть такое наблюдение, две стороны у этой медали. Одно, что действительно тенденция устойчивая, людей это беспокоит. Но если посмотреть в процентах, то идет некий спад. Если, допустим, в 2020 году какой-либо вопрос, связанный с климатом, с экологией, 80% респондентов говорили, да, это острая проблема. В 2022 60%. В 2025 уже 50 с чем-то процентов. Да? То есть их волнует, но все-таки я допускаю, что проблема в том, что слишком очень много событий происходит в современном мире разных, геополитических, экономических, и люди в этой рутине, можно сказать, да, не всегда плохо ориентируются, да, и какие-то проблемы выскакивают на первое место, поэтому отвлекают их внимание. Да, по идее, правильно. В экологическом кодексе написано четко и ясно о том, что необходимо учитывать климатические факторы при формировании своих планов развития и все прочее. Потом я хотел вас спросить, ранее очень сильно, возможно, не хватало каких-то документов, не хватало какой-то аналитики. Эта часть экологического кодекса, она относительно новая. И поэтому не успели еще
наши эксперты или вот национальные местные власти, да, начать эту работу. Вот что мешало и, возможно, будет мешать, да, вот этим экспертам начинать эту работу, продолжать и как-то ее реализовывать? Что вы думаете? В действительности в экологическом кодексе есть задание госорганам о том, чтобы предоставлять информацию. Мы провели тоже исследование, опросы в 4 регионах. Это Жамбылская область, город Алматы, Североказахстанская область, город Астана. Встретились именно с госорганами, с бизнес-сообществом, определенными экологическими активистами. И в каждом регионе озвучили о том, что существуют вообще, в принципе, институциональные барьеры, то есть на законодательном уровне. Но это в первую очередь функциональная часть о том, что в кодексе указано, да, что МЭПР является главным тем, кто будет собирать. Это Министерство экологии и природных ресурсов. И ответственен за вопрос адаптации изменений климата. Однако в регионах не совсем понимают, там нет функции, кто должен, в принципе, собирать и выполнять вообще эту работу по адаптации изменений климата, собирать информацию. Также для того, чтобы между собой мы еще там собирали таких представителей, связанных с лесного хозяйства, водных ресурсов, сельского хозяйства, ИЧС, чтобы между собой они коррелировали. Есть такие мероприятия какие-то согласованные делали, потому что, к примеру, водные ресурсы, вопросы, они очень сильно затрагивают и сельское хозяйство, и лесное хозяйство. У лесного хозяйства и сельского хозяйства могут быть мероприятия почти одинаковые. Чтобы это согласовано друг с другом, между собой должны встречаться, общаться. А также вот, в принципе, каждый, если отрасль предоставляет свои какие-то меры, куда вообще направлять, они даже не знают. Кто должен это вообще, в принципе, собирать. Экологические департаменты, ну, то есть те, которые по экологии ответственны, они, в принципе, выполняют некую такую функцию по тому, как просто Министерство экологии и природных ресурсов является ответственным. Они просто по умолчанию понимают. Но в связи с тем, что нет конкретной указанной функции, у них существует вот этот барьер. В действительности, по законодательству барьеров очень много. Мы очень хорошо пообщались, госорганы, каждый свою боль рассказал, эксперты. Есть такой вот, я вот напомню, что вот эти 4 сектора, которые вы перечислили, получается, лесное хозяйство, сельское хозяйство, водные ресурсы и сектор ЧС, да, чрезвычайных ситуаций. Это 4 сектора у нас, которые определены как в экологическом кодексе, как приоритетные для вопросов адаптации, так и, например, в обязательствах Республики Казахстан перед Парижским соглашением в так называемом АНУФ, определяем на национальном уровне вклада, это обязательства Республики Казахстан по вопросам реализации Парижского соглашения. И получается, что вот эти вот наши как бы местные власти, они должны делать меры по адаптации, должны у себя их делать, но получается, что у них не было каких-то инструментов, чтобы это реализовывать, да? Да, на самом деле они каждый свою меру понимают о том, что необходимо учитывать в своих планах, но это не сказано, что это мера именно адаптации изменений климата. Нет отдельного такого плана определенного по адаптации изменений климата. Потом очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот показал опрос о том, что ЧС, в первую очередь, все вопросы приходят постфактум, и ЧС разбирается с этими вопросами. То есть определенным, которым уже они встречаются и начинают реагировать на эти вещи. Это уже пожар уже случился, да, грубо да, говоря? К примеру, да, или наводнение какое-то случилось, и поэтому им приходится выполнять. При этом мы обсудили о том, что адаптация изменений климата – это все-таки превентивная мера. Это меры по адаптации изменений климата учесть именно в адаптационных планах, планах развития своих, стратегических документах, в центральных органах своих. И предусмотреть бюджеты непосредственно именно на адаптацию изменений климата, на какие-то определенные, например, строительство дамб, если необходимо.
Насколько важно, например, понимание того, кто кому что отчитывается? Это вот действительно важно? Или важно просто делать какие-то мероприятия и просто, как это называется, делай добро и отпускай в воду его? Очень важно понимать, каким образом последовательность выполнять эти вещи, потому что у нас экологический кодекс – это самый высокий такой, можно сказать, уровень ранга, и там уже указано о том, что в стратегических документах уже нужно учитывать адаптацию изменения климата, при этом указано о том, что прежде чем это учитывать, стратегический документ, местные исполнительные органы власти должны выполнить оценку уязвимости. И сейчас местные органы власти, они задают вопрос, можем ли мы вообще выполнять эту оценку уязвимости с помощью определенных экспертов, консультантов, потому что сами они за счет своих сил они не смогут выполнить это. Поэтому непонятно для них, могут ли они вообще направлять свои бюджетные средства, нет отдельного бюджета, на такую работу, нанимать кого-то. В свою очередь, также у нас участвуют в вопросах наших обсуждений научно-исследовательские институты и вузы, и они также сказали о том, что мы не видим в законодательстве, что мы имеем право вообще в принципе участвовать в этих конкурсах, и если это право появится, они с удовольствием будут это выполнять, вот эту оценку уязвимости. Вот смотрите, да, например, мы для экспертов и для вот местных властей мы разработали правильное законодательство, правильно сделали, но есть как бы для каждого, наверное, каждый регион волнует своя собственная тема, да, с точки зрения изменения климата. Увидели ли вы какие-то приоритеты у разных, ну не знаю, областей, может быть, у разных административных территорий и так далее? Ну, все в адаптации. В один голос озвучили о том, что для того, чтобы климатическую модель рассчитывать, необходимы данные. И в каждый сектор озвучил о том, что данные необходимо свыше года, год и 5 лет. То есть это самые такие моменты, где нужно учитывать прогноз, выполнять для стратегических документов, для планов развития. Однако этих данных нет, и озвучивают о том, что может ли сделать Казгидромет вот такие вот данные предоставлять. В свою очередь мы с Казгидрометом обсудили о том, что они бы могли это выполнять тоже, но им также нужно исключить их личные, то есть барьеры. У Казгидромета тоже существуют свои барьерные вопросы, которые необходимо решить. И, ну, вот это вот базовая часть, которая влияет на оценку уязвимости. Как вообще бы в целом, начальная точка, да, которую можно задать. Методология, все по оценке уязвимости задавали вопросы, все практически регионы и госорганы, каким образом вообще производить оценку уязвимости. Да, понятно, хорошо. У меня, наверное, Сергей еще послушаем. Да, я немножко добавлю про экспертов. Ну, наше мнение, потому что экспертный опрос, он достаточно сложный, это качественный метод. Когда мы, допустим, делаем опрос населения по анкете, там есть вопрос-ответ, как бы варианты ответов, да, достаточно легко обрабатывать. А с экспертом, когда говоришь, то есть ты его, как мы сейчас, да, немножко наводишь на какую-то мысль, и он начинает рассказывать, да, так как бы широко, далеко. И потом очень сложно выбрать оттуда, что же на самом деле как бы вот зерно рациональное. Самое важное. Ну, наши наблюдения такие, что из 64 экспертов, да, опрошенных, которые на самом деле действительно представляют вот секторы, которые вы перечислили, это и водники, и земельщики, и лесники, вот, и ЧСники, и департамент экологии, да, они живут своим функционалом. В принципе, с точки зрения государственного управления это понятно. Они делают то, что прямо предписано. Они, как член Совета по этике в своей области, я знаю, что за то, что как бы не предписано, мы их можем наказать. Это может быть расценено как там преимущество кому-то, коррупция и так далее. Поэтому сложный момент. Действительно, здесь это может быть не просто желание их куда-то там спрятаться за закон, а действительно не хватает прямых каких-то предписывающих, указывающих норм. Не хватает и горизонтального взаимодействия межведомственного, и вертикального, потому что они говорят, что мы вот хотим, чтобы нам четко сказали с министерства, что нам делать. Без этого мы делать не можем. Про оценку уязвимости из вот этого количества экспертов, по-моему, предметно смогли говорить там буквально несколько человек. То есть они в этом пока не сильны. Они утверждают, я не знаю, насколько это правда, что экологический кодекс во многом как бы написан с уступкой к предпринимательскому кодексу, чтобы не обидеть предпринимателей. То есть первичный был предпринимательский кодекс, потом экологический. Вот. Ну, возможно, в этом есть что-то.
А насчет того, что не рекомендуют, но здесь общие такие достаточно рекомендации. Желательно, конечно, было их немножко специфичнее изложить. Ну, например, традиционная рекомендация – ужесточить контроль за промпредприятиями, которые являются основным источником выброса и газов, и загрязняющих элементов, да, и так далее, ну, крупнейших. Хотя и так уже много делается, видимо, недостаточно. Вот. По ТБО очень много говорили тоже, не знаю, может, просто тема близка большинству людей как обывателей, да, ну, может быть, это действительно так. Может, они имели в виду объемы промышленных все-таки отходов, хотя назвали твердые бытовые, ну, как бы ближе к бытовым, да, вот есть такое. По обучению, поскольку у нас все-таки вопросы касались информированности, да, мы выяснили, кстати говоря, что информированными себя считают меньше 40% людей. Вот. Самый непопулярный ответ, что я прям сильно информирован, это всего около 5% опрошенных. Скорее всего, вот эти 5% это люди, которые ну, как-то работают, сталкиваются с этой тематикой. Где-то это видели, слышали, да. занимались. Остальные просто не знают. То же самое касается законодательства. Ну, как юрист я понимаю, что невозможно требовать от каждого знания законодательства, но большое. Но, например, рамочную конвенцию знают получше, где-то порядка 52%. Про Киотский протокол и Парижское соглашение там порядка 32-30%. То есть где-то что-то слышали. Я понимаю, что они должны предметно знать, да, но как бы суть, для чего она? Что это парниковые газы, да, снижение уровня выбросов. Вот как бы самое основное, потому что юридические документы читать сложно, и нет необходимости каждому как бы, человеку об этом знать. Но о чем это, для чего это, да, что это как бы в силу ратификации, что Казахстан должен для этого сделать, это, наверное, должно быть все-таки. А может быть, нужна серия каких-то обучающих, не обучающих, а, наверное, разъясняющих, да, мероприятий, которые можно собирать, может быть, через Академию госслужбы или еще где-то, это об этом расскажет. Я поддержу коллегу о том, что вот этот вопрос, о том, что активисты вопрос ТБО поднимают постоянно. О том, чтобы контроль сделать, и потом применять уже более новые технологии по переработке вообще, в принципе, и мусора, и мусоросжигания. Там, то есть вот вообще, в принципе, перестать вообще заниматься мусоросжиганием, потому что там какие-то определенные выбросы существуют. И также показательно опросов вот бизнеса, когда мы с бизнесом обсуждали, зеленое финансирование прям очень требуется, потребность высокая, потому что действительно они за свой счет в основном выполняют все эти, покупают оборудование определенное, плюс еще они хотели бы получать обучение в качестве того, что какие вообще еще новые технологии существуют. Чтобы знать, и еще, оказывается, у нас, например, в Жамбылской области существует, например, предприятие, которое производит такие оборудования по лазерной планировке, к примеру. А мало кто, наверное, знает другие регионы, что могут у нас в Казахстане купить такое оборудование. Да, это классно, да. Вот такие вещи друг друга, информированность о том, что какие предприниматели существуют у нас в Казахстане внутри, и свое есть отечественное производство, к примеру, тоже. У меня был проект, с фермерами мы работали, и там был небольшой фермер, который, по-моему, находится в Талдыкурганской области, Жетысуйская сейчас называется, Жетысу, да, область, и он, по-моему, выращивает лук, просто лук, и у него это социальный товар, и он, в принципе, живет нормально и так далее, но у него есть некоторые проблемы с тем, что он небольшой фермер, ему не нужен свой собственный трактор, ему не нужно свое собственное вот это лазерное нивелирование и так далее. Но он говорит, если бы у меня тут где-нибудь в области, в районе была бы фирма, которая имела бы это оборудование, я мог бы к нему обратиться, и он бы приехал и мне это сделал, я бы ему заплатил, и я был бы счастлив. А покупать мне отдельно, как бы это мне не нужно. И поэтому вот мне кажется, вот, может быть, создание вот в рамках ГЧП или в рамках каких-то систем вот такие сервисные организации, это очень сильно, наверное, поможет как фермерам, так и вот в вопросах адаптации к изменению климата, потому что лазерное нивелирование, оно для чего делается? Для того, чтобы не залить, да, грубо говоря, поле. Когда ты поливаешь, у тебя получается из-за того, что оно неровно, у тебя вода где-то в одном месте скапливается, стекает, другое место не дополивается, и это нерациональное использование водных ресурсов. Вот. И вот такого рода мероприятия, возможно, можно было бы правильно вкладывать в так называемый национальный адаптационный план, который мы сейчас все вместе, да, пытаемся разработать. Каждый
Вот то, что мы сейчас разговариваем, или в наших предыдущих подкастах, мы в основном общаемся о том, как адаптацию к изменению климата внедрить в Казахстане. И есть такой документ, он международно признан, он называется «Национальный адаптационный план». Он складывается из мероприятий, и помимо всего прочего, конечно, впереди есть там введение, проблематика, адаптационные нужды и все прочее, прочее, прочее. Но в конце концов это большая таблица, в которой написано мероприятие, ответственные, сколько денег, как это мониторится и когда это началось и когда закончится. Да? Примерно так это выглядит. Вот. И мы сейчас делаем этот адаптационный план для вот этих 4 секторов. А для регионов, ну, в областях, делается тоже для этих 4 секторов, но уже на уровне областей. И было бы замечательно, на самом деле, мы планируем, что примерно начиная с июня мы поедем по всем областям, и примерно до августа мы проведем тренинги для всех, вот как вы говорили, что не хватает методологии, да, не хватает компетенций, и мы бы хотели как раз разъяснить нашим организациям о том, как делать вот эту оценку уязвимости. Ее правильно говорят, оказывается, я вот всегда говорил оценку уязвимости, но на самом деле правильно, оказывается, называется оценка климатических рисков, правильно, да, или уязвимость от климатических рисков. И, соответственно, мы сейчас планируем сделать так, что мы поедем по всем областям и покажем, как это делается. Мы разделили это обучение на 2 части. Первая часть у нас для Акимата, потому что Акимат, грубо говоря, принимает решение. Он заказывает эту работу, например, любая другая консалтинговая организация, либо, например, ВУЗ, научно-исследовательский институт, НПО, не знаю, какие-то там ТОшки, да, которые умеют делать оценку уязвимости, они могли бы выполнить это для любой области, да, нашей административной. И они, чтобы могли вот эту работу провести. И Акимат должен уметь эту работу заказать, получить там техническое задание, какие-то критерии, потом ее взять и заказать, потом ее принять, увидеть, дать комментарии и предложения. И в итоге тот план по адаптации, который там будет разработан, принять у себя в работу через там Мажилис или через какой-то другой орган. Да? Вот. И вот эта вот цель, которая перед нами сейчас стоит. И потом в итоге вот эти вот все областные адаптационные планы, они как бы схлопываются и получается национальный адаптационный план. И кроме того, есть еще, с другой стороны, у нас министерство, это воды, ЧС, лес, который в Министерстве экологии, и сельское хозяйство. Они тоже должны сделать свои секторальные планы. Вот, например, Министерство воды уже имеет какой-то плюс-минус секторальный план. Министерство сельского хозяйства имеет. Все, что с ЧС, как справедливо заметили, они в основном реагируют на мероприятия, но как бы... И это их задача, да, по сути. Нам нужно попробовать, может быть, на кросс-платформенных вещах вытащить, например, это пожары в лесном секторе и так далее, да. И вот это вот все тоже должно, с одной стороны, появиться, с этой стороны область, с этой стороны сектора, и это все схлопывается в национальный адаптационный план. И мы надеемся, что этот адаптационный план у нас будет в конце этого года. Данные, которые вы получили в своих опросах, можно положить вот в эти национальные адаптационные планы. Как вы думаете, как их можно интегрировать? Нужно показать, что изменение климата – это не где-то там, когда ты уже всего достиг, у тебя все есть, ты начинаешь, лежа на диване, думать, как бы мне еще климатом заняться. Нет, это уже близко. Это те же паводки, которые происходят, да, это в северных регионах зимние дожди. Вот, это теплая, устойчивая, уже как бы статистически устойчивая погода на протяжении ряда лет. То есть климат заметно меняется. Это уже касается всех напрямую. Вот это надо показать. И что в связи с этим надо делать? А в этой связи, как бы возвращаясь к ТБО, там еще такой момент, да, что порядка 45% опрошенных сказали, что они уже занимаются сортировкой. Я сам себя спросил, вот в нашем регионе, допустим, это сложно сделать, потому что в итоге все это, как мы часто говорим, сваливается в одну кучу. Есть специализированные предприятия, которые берут что-то из этого общей массы отходов, пластик, там металлы, допустим, стекло да. какое-то. Вот стекло нет, кстати. Да? Стекло – это очень специфичная вещь. Я в свое время проверял, видимо, нет как бы продукта, который можно дать на выходе. Переработал ты, и что с ним? Легче покупать. Мы как-то опрашивали предприятия, которые работают старой
Они бьют посуду, потому что им дешевле. Мыть дорого, дешевле купить новую. Никто переработкой не занимается. Так вот, переработка – это все-таки, несмотря на то, что много об этом говорим, и заводы там, и так далее, не хватает знаний, не хватает методик, финансовых моделей, как это сделать устойчивым. Потому что бизнес в небольших городах говорит: ребята, это не окупится. Город слишком маленький, он не производит столько отходов. Значит, должна быть система, которая приводит к тому, что даже маленький город может участвовать в Пластик, большой который у нас, задаче. допустим, поставили контейнеры, да, для сбора пластика, я думал, что у нас его перерабатывают. Его отправляют в Астану, в Караганду. Ну, окей, да, хорошо. Ну, его хотя бы куда-то отправляет, это да, это неплохо. А вот вы как думаете, что можно положить в национальный адаптационный план? Вот какие были бы ваши рекомендации, скажем так? В целом, каждый регион уже озвучил, что они уже делают, выполняют, просто это так не называется, что это меры, адаптационные меры. Вот, например. Да, к примеру, там строительство дамб, затем связано обучением по реагированию на какие-либо катаклизмы. Затем это связано с технологиями использования ВИИ, плюс еще водосберегающие технологии использования. Конечно, уже сельское хозяйство уже выполняет такие процедуры по поводу того, что диверсификация севооборот выполнять. И они вот это уже у них в планах есть, и многие уже диверсификация урожая, да, выполняют культуры, да, разные культуры, да. Во-первых, и семена выпускают уже, то есть производят. Все больше и больше сейчас этим занимаются, это уделяется большое внимание, уделяется именно казахстанскому производству. И вообще, в принципе, диверсификация севооборота, чтобы происходила, это тоже да, это вот обязательно. Плюс еще, конечно, необходимо добавить в тех регионах реагирование по песконабег. Что такое песконабег? Песок набегает, то есть он все больше и больше территории забирает, и его все больше становится песка, и там уже невозможно что-либо сажать, никакого урожая. Забирает плодородные земли, да? Это как опустынивание, либо как вот движение пустыни, да, получается? Опустынивание – это когда еще земля, еще нет песка. Но там еще пока такая земля, еще она имеет хоть какую-то траву, она полупустыня, пустыня называется еще, да, но песка еще нет. Это то, что вот, грубо говоря, дюна, да? Вот да, а песок, когда уже сформировался песок, уже вот он набежал, и вот он все больше и больше забирает территории сейчас, на самом деле, в определенных регионах. В Кызылорде, конечно, они это уже выполняют, они рис там выращивают, это борьба с песком, одна из мер таких с песком. А в Жамбылской области пока еще не выполняют таких вещей. Как они рисом борются с песком? Рис, потому что требуется воды, и туда прям целенаправленно выполняют определенные процедуры, чтобы вода туда подошла. То есть это не... Кызылординская область больше все-таки с адаптацией изменения климата больше работает, они на мировом рынке, можно так сказать, на слуху из-за оралов. А с другой стороны, из-за нехватки воды, как бы рис тоже не очень правильно возможно решение. Это регион традиционно, который специализируется на этой культуре, там институт риса. Там институт риса, да, там, но это они все это очень хорошо знают, как это пользоваться, как потом обогатить эту землю, каким образом дальше производить это все. Поэтому в этом плане, если другой регион также будет выполнять, это тоже будет одним из мер. Да, хорошо. Но вот у меня была такая идея, как вы думаете, насколько она поможет в этом формате, что вот у нас в Казахстане выпускается, готовится, например, государственная программа, да, вот у нас были там ГПФИР, не знаю, там 2050, там 2030, были предпринимательская какая-то деятельность, для предпринимателей, да, какие-то программы и так далее. Все они сопровождались в основном экономическими расчетами, да, финансовыми расчетами и так далее, но никакая из этих
почти никакая из этих программ, разве что, возможно, развитие топливно-энергетического баланса, да, вот, ну, вот энергетическая, возможно, стратегия, она, возможно, немножко учитывала климатический фактор, да, потому что нужна вода, которая производит энергию, и как бы воду они как минимум смотрели. А вот другие, получается, наши программы, они климатической информацией не обеспечены, да, и по идее, насколько было бы хорошая или правильная идея, или это вообще не нужно, например, создавать, если вы создаете, например, программу, какую-то государственную программу, то к ней, она рассчитана на определенное количество времени, то к ней вы сразу даете какой-то индикативный прогноз, не прогноз, а сценарий, да, климатический, потому что прогноз – это одно, прогноз – это вот завтра будет столько-то градусов, а сценарий – это какие будут температуры на будущее время, вот на то время, пока действует эта программа. Как вы думаете, это может помочь как бы принимать решения с учетом климатических изменения климата? На самом деле это очень хорошо поможет, тем более на сегодняшний день государство очень сильное внимание уделяет социальным экономическим эффектам и расчетам, а эффекты эти все, они являются результатом всех тех влияний и особенно всех рисков определенных. И климатический риск является уже таким самым основным, можно так сказать. И плюс еще, более того, хочу сказать о том, что уже финансовые институты также в своих отчетах должны учитывать влияние именно по изменению климата на финансовую отчетность определенных финансовых институтов. И это сейчас такая самая основная часть, это базовая, то есть климатический вот этот сценарий, который вот по климатическим рискам, она очень важная часть, она является базовой для всех расчетов во всех других секторах. А вот смотрите, вы говорили, что есть вот экономические, да, расчеты, и вот внутри Парижского соглашения, внутри вот этих международного климатического пакта, да, скажем так, есть такая вещь, как называется неэкономические последствия. Например, что к этому относится? Это относится, например, потеря территорий. Вроде как люди всегда тут жили, а потом раз вы говорите, да, пески пришли, и людям приходится переезжать. Это можно выразить финансово, да, можно, возможно, если прям заморочиться, посчитать, да, экономически, сколько эта земля стоила, бонитет и так далее. Или, например, есть потеря, например, жизни людей, да, или болезни, или еще что-то такое. И вот это все, как бы, с одной стороны, как бы экономически вроде как можно посчитать, но особо никто не считает, да. Вот. Или, например, у нас случилось, вот как в прошлом году и немножко в этом году, да, вот наводнение, оно разрушило дорогу, да, грубо говоря, и по этой дороге больше не едут какое-то время грузовики, которые везут там товар, это неустойки, это, ну, какие-то, ну, короче, грубо говоря, не работает, да, какая-то экономическая линия. И вот эти все потери, они, ну, случаются из как раз климатических явлений. Как вот, может быть, у вас есть мысли, как правильно их регистрировать или запоминать, или обсчитывать как-то? На самом деле, вот в соответствии с бюджетным законодательством, все бюджетные инвестиции, когда вот выделяются деньги на строительство дорог, к примеру, любые проекты, даже на то строительство дамб определенных, всегда делается расчет социально-экономических эффектов. И есть формула, модель, социоэконом-модели, как они должны рассчитываться. А когда этого не будет, тоже этот сценарий рассматривается без проекта, то есть вот этот рассматривается. Но это тогда, когда есть бюджетные инвестиции. А вы отметили, когда климатический риск произошел, это событие, и вот здесь уже действительно никто не фиксирует. На самом деле мы можем только по статистике видеть, к примеру, как вот событийность была в Жамбылской области, более 40 машин из-за туманности было ДТП, и ущерб вот этот вот, он на самом деле нигде не зафиксирован. К примеру, по смертности есть только статистика количества людей, но если задаться вопросом регионы, либо экономисты более высокого порядка, я имею в виду из центральных органов, они тогда, то есть по возможности, по необходимости посчитают, сколько это был ущерб. На самом деле есть некоторые формулы, которые используются, где-то законодательно утверждены, где-то нет, то есть по определенным эффектам расчеты. Но
рассчитать касательно именно убыток, потери от каждого потерянного экономической единицы. Экономическая единица – это человек, который может работать. Да? То есть мог это бы работать, да. И она очень сильно влияет на ВВП. Да. Очень сильно. И поэтому каждый человек как минимум 2 200 000 – это в среднем, можно так сказать, годовая сумма, можно так сказать, тенге, когда она влияет. приносит, да. Каждый человек – это это влияние такое. Ну да, вот это, наверное, дальнейший как бы объект исследования, да, и на самом деле вот изменение климата, я просто удивился, мы вот с коллегами находимся в одном кабинете, да, у нас есть наш проект, который занимается адаптацией, есть проект, который готовит климатическую отчетность. Есть еще проект там по сельскому хозяйству, есть проект по биоразнообразию. Мы иногда вот между собой пересекаемся, и меня очень прям сильно удивляет, насколько разные вопросы рассматриваются в рамках вот этих международных соглашений, национальных даже вот каких-то проектов, да, совершенно разные вопросы, которые возникают, появляются. Мне кажется, здесь поле для такого интересного научного исследования, не только научного, но и научно-практического, да, я бы сказал, исследования. И это прям, мне кажется, вот с моей стороны это было бы интересно вот поговорить с людьми, кто занимается наукой, потому что, мне кажется, это объект для различных монографий, диссертаций. Да? В действительности я с вами согласна с тем, что, к примеру, потепление в некоторых регионах вызывает некую заболеваемость, и высокая заболеваемость, она привела, там, например, влияние на здравоохранение, где требуется все больше и больше лечения. И, больше специалистов. Больше специалистов, у нас заполняемость, получается, больниц, поликлиник возникает. Это не только это касается 4 приоритетных наших секторов, но и других секторов тоже это очень сильно влияет, на другие секторы, на энергетику, на здравоохранение. Есть вопросы Министерства социальной защиты населения, к примеру, тоже там такие есть вопросы, которые необходимо учитывать по климатические риски. Это действительно очень хороший вопрос, и можно было бы пообщаться с исследователями, где выполняют эти вещи. Ну, теперь у нас, наверное, подходит уже к концу. Давайте попробуем так. Я вот попрошу вас по такой финальной ремарке в виде рекомендации, может быть, какой-то идеи, которая вас постигла во время вот этого нашего общения, что-нибудь сказать. Давайте, наверное, Алма, с вас начнем. Я, конечно, с точки зрения, в связи с тем, что изучила именно институциональные барьеры, то, что необходимо внести изменения в законодательство для того, чтобы было больше маневрированности специалистами всеми, вот именно правовое поле создать, и чтобы люди перестали бояться о том, что действительно за ними кто-то придет и накажет их, потому что госорганы, они выполняют ровно то, что у них написано. Поэтому в первую очередь нужно дать зеленый свет в госорганах, чтобы дать вот эту законодательную часть правового поля. Плюс еще также, чтобы не боялись участвовать в конкурсах национальные институты, наши научные институты и вузы. В конкурсах и консалтинговые компании тоже правовое поле необходимо предоставить им. И, конечно, рекомендации – это о том, чтобы больше между собой, вот как коллега отметил, взаимодействие как горизонтальное, межсекторальное, между регионами, межрегионально, затем с госорган вертикально, там тоже межсекторальное, тоже между собой, и плюс транснациональные. То есть у нас есть пограничные такие проекты и вопросы климатических рисков, которые очень сильно влияют на наши соседские страны. И с ними тоже так же часто встречаться, общаться и приходить к консенсусу по решению вопросов. Да, хорошо, спасибо большое, Сергей. Я вот думал о том, что прикладная польза этого исследования. Если, допустим, мы говорим о стратегическом документе разработки, да, там план национальный, адаптационный, какие-то аналогичные программы, другие программы, социальные, экономические, всегда делать SWOT-анализ. В данном случае из этого исследования мы видим сильную сторону, она устойчивая на протяжении нескольких лет уже. Это возрастающая активность населения. Это то, что проблема экологии их реально беспокоит. Это то, что появились привычки. Ну, они как бы на грани, да, они, может быть, не потому, что мы такие хорошие, потому что мы начинаем считать деньги, экономить, но где-то, может, на этой базе формируется какая-то модель поведения.
То есть где-то энергоэффективность появляется, да, где-то регуляторы отопления, да, где-то водичку мы меньше используем какую-то, да, то есть вот такие вещи. Люди пишут, что они отвечают покупать продукцию с маркировкой, что там использованы зеленые технологии или что-то такое. То есть они обращают на это внимание, это сильная сторона. То есть готовность есть. Всегда же, как говорят, люди, принимающие решения, говорят, люди не готовы. Ничего подобного. Вот сейчас момент, когда база есть, да, люди готовы, надо как-то ее стимулировать дальше. Хороший был проект «Низкоуглеродное городское развитие». Это одна из любимых моих тем. И там база еще более готова, потому что многоэтажки наши, да, МЖД так называемые, они сейчас ждут этого, но программа уже не работает. Там есть методика расчетов, да, можно посмотреть динамику после установки какого-то оборудования, там энергоаудита, выявленных проблем, посмотреть, насколько что сократилось, насколько сократились расходы, насколько стало теплее. То есть это работающие вещи. Почему это не использовать? Энергоэффективность в целом. То есть, социальные объекты худо-бедно, что-то с ними происходит, а вот частные вещи хуже. Плюс еще возобновляемые источники энергии тоже, я бы хотел это лишний раз подчеркнуть, что не хватает этого. Люди до сих пор считают, и предприниматели, и обыватели, что это недоступно, это не в нашей стране, у нас этого не производят, это очень дорого. А жизнь показывает, что технологии стали доступнее, они стали дешевле, несмотря на то, что цены растут, но технология производства, себестоимость снижается. Поэтому эти вещи становятся более доступными. Это должно как-то быть отражено в плане, мне кажется. Да, спасибо большое. И тоже от себя я, наверное, добавлю такую вещь, что поскольку наш проект вот идет до примерно 28 года, плюс-минус, и проект программы развития ООН не может сделать все за страну, или мы сделаем все для страны, но не можем сделать все за страну, да? И поэтому мы попытаемся создать этот национальный адаптационный план, мы попытаемся создать вот эти адаптационные планы областей, да, помочь областям это сделать. Но важно, чтобы эта работа не останавливалась, эта работа должна двигаться дальше, то есть уже дальше это ложится на плечи самих акиматов, да, министерств линейных, плюс то, что вы сказали, что здравоохранение и так далее, какие-то новые вопросы возникают, чтобы вот эта национальная политика по изменению климата, в вопросах изменения климата, чтобы она тоже жила вместе с международной, потому что международная прямо развивается там семимильными шагами. Мы пока сидим на том, что мы когда-то определили как приоритеты, и мы на них работаем. Это хорошо, это нормально, но нужно всегда смотреть вперед, должны быть исследования, должны быть какие-то, жить в пульсе со временем, потому что новые темы – это всегда какое-то новое финансирование, новые идеи, новые технологии, и не нужно бояться их применять. Я вот недавно думал о том, что мы часто боимся, что когда мы предлагаем какую-то идею, нас спрашивают, а где это уже работает? А может, это еще нигде не работает, да? И нужно просто пытаться делать, и завтра в другой стране будут спрашивать, а где это работает? Будут говорить, вот в Казахстане сделали, да? Вот для меня вот это вот важный момент. Поэтому на этой, наверное, ноте я закончу. До новых встреч, да, спасибо большое, что оставайтесь с нами. Ставьте лайки, колокольчики. Да, спасибо.